الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Хвала Аллаху Всевышнему Субханаху ва Тааля, милостью которого мы продолжаем наши уроки по толкованию суры Аль-Кахф, пещера. Прошлые аяты, которые мы изучили, в которых Аллах Субханаху ва Тааля поведал о том, что мир этот лишь испытание. И каждый из нас, каждый сын, каждый потомок Адама, алейхиссалям, приходит в этот мир лишь с одной целью. Для того, чтобы быть испытанным, кто в своих деяниях будет лучшим. И говоря о лучших деяниях, ученые указали два критерия. Это искренность и это соответствие этих действий пути, на который указали пророки Всевышнего Аллаха. И последний из них пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Следующим аятом, 9-й аят, Аллах Субханаху ва Тааля начинает историю о юношах, которые укрылись в пещере, да, из-за которой сама сура носит это название Аль-Кахф, пещера. Аллах Всевышний говорит: «Ам хасибата анна асхаба аль-кахфи вар-ракими кану мин аятина аджаба». Ам хасибата, или же ты посчитал, анна асхаба аль-кахф, что обитатели пещеры, вар-ракими и ар-ракима, кану мин аятина аджаба, были самым удивительным из наших знамений. Данные слова «ам хасибата» или «ты посчитал», «ты решил», «ты полагаешь» направлены к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Однако подразумевают они его соплеменников и тех обладателей Писания, которые направили мекканских многобожников к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы они спросили у него историю об этих людях, укрывшихся в пещере. Ведь если мы помним причину ниспослания данной суры, ученые приводят историю о том, что мекканские многобожники направились к обладателям Писания, к Ахлюль Китаб, Бану Исраиль, да, чтобы как-то противодействовать призыву пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и яхуды, они указали им спросить 3 вопроса. Если он сказали ответить на эти вопросы, то он посланник Аллаха. Если же нет, то он лжец. И одним из вопросов было люди, укрывшиеся в пещере. И Аллах Субханаху ва Тааля, обращаясь к этим людям, говорит: «Ам хасибата», через пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, разве ты полагаешь, или же разве вы полагаете, что вот эта история, которая повествует о людях, о юношах, которые укрылись в пещере, являются самой удивительной из наших историй? Люди пещеры. Асхабуль Кахф. Слово «кахф» в арабском языке переводится как «пещера». И в арабском языке есть 2 слова, указывающие на вот это углубление или полое пространство в горе. И оба этого слова приходят в Коране. Одно приходит как «аль-кахф», другое же слово упоминается как «гар». И это приходит в суре Ат-Тауба, где Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Идх хума фил гари»,
«Идh якулу ли сахибихи ля тахзан инна Аллах ма'ана». И вот они двое укрылись в Аль-Гар, тоже в пещере. И один из них сказал своему спутнику: «Не переживай, ведь Аллах с нами». Что это за история? Это когда пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, с Абу Бакром укрылись тоже в пещере. Значит, в арабском языке есть слово «аль-кахф» и есть слово «аль-гар». Однако между ними есть разница. Да, «аль-кахф» оно больше, чем «аль-гар». Это, значит, полое пространство в горе, у которого есть проход, и внутри оно расширяется и образует собой некую большую комнату. А аль-гар же – это, значит, пространство в пещере, углубление, щель, однако внутри оно не образовывает некую комнату большую. Вот разница между ними. Эти оба слова приводятся в Коране. И здесь идет речь о аль-кахф. Да, аль-кахф – пещера, которая имеет проход внутрь, и внутри скалы оно расширяется. Значит, люди пещеры и ар-ракима. Мы читаем каждую пятницу, да, стараемся читать эту суру по пятницам и слышим вот эти слова. Аль-кахф и ар-раким. Что же такое ар-раким? Ты полагаешь, что люди пещеры и ар-ракима были самым удивительным из наших знамений. Ар-раким. Касательно этого слова ученые муфассиры, то есть муфассиры – это толкователь Корана, они выразили несколько мнений. Одни сказали, что Ар-Раким – это название поселения, из которого вышли эти юноши и укрылись в пещере. Другие сказали, что это название долины, где расположено это поселение. Одни сказали, что это название горы, в которой находится пещера. То есть одни ученые сказали, что это название местности определенной. Но также другие ученые посчитали, что более верным, что Ар-Раким образуется от арабского глагола «ракама яркуму», что в переводе означает «писать». И Ар-Раким, таким образом, это писание, что-то написанное. И они сказали, это некая книга, писание, которая была на руках у этих юношей, у этих людей, укрывшихся в пещере, где они записывали свои убеждения, свою религию, свои религиозные обряды. Ар-Раким были самым удивительным из наших знамений. Этот вопрос является порицанием спрашивающим многобожникам. Вы спрашиваете об этом событии, о людях, которые прибыли в пещере, находились там сотни лет, не умерли и потом вышли из этой пещеры в уже абсолютно другой новый мир. Это мы, забегая вперед, немножко затрагиваем историю, чтобы разъяснить этот аят. Вы спрашиваете об этой истории и восхищаетесь, и вы ей удивляетесь, и полагаете, что это нечто великое, невообразимое. Однако Всевышний Аллах говорит, это не является самым великим знамением Всевышнего Аллаха. Есть куда более великие события, есть куда более великие доводы, доказательства, знамения вокруг вас, в вас самих, и чудеса, которые посланы через пророка, который к вам пришел. Писание, Коран, который вы читаете, и чудеса, которые оказываются через пророка, саллиллаху алейхи вассалям, они куда более величественные, чем та история, о которой вы спрашиваете его об этих людях пещеры. Ни в коем случае этот вопрос, он как-то не умаливает, да, не преуменьшает это событие. Нет, оно действительно удивительное, оно невообразимое, и мы о нем поговорим, иншаллах. Это одно из чудес, которое оказал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля своим праведным рабам. И также в этом вопросе, мы сказали, это упрек, да, порицание того, что многобожники спрашивают о каких-то вот таких вот событиях, но при этом они не веруют и отвергают более великие вещи, как вера во Всевышнего Аллаха, в Его единство, вера в воскрешение после смерти, в судный день и так далее. То есть они верят в то, что люди могли в пещере сотни лет прожить и потом выйти оттуда здоровыми, живыми. Однако они не могут признать то, что Всевышний Аллах, свят Он и могуч, способен воскресить людей после смерти, так же, как Он этих юношей вывел через сотни лет сна.
И также в этом вопросе интересное замечание делает имам Ибн Ашур в своем тафсире «Ат-Тахрир ва Танвир». Он говорит, также в этом вопросе, в каком вопросе? Разве ты полагаешь, что событие обитателей пещеры является самым удивительным из наших знамений? Вот таким образом Всевышний Аллах начинает. Вот это вопрос. Вопрос упрекающий, порицающий. Также есть упрек тем людям, которые, читая истории различные, даже религиозные, достоверные, они больше внимания уделяют на вот эти чудеса и мистические события происходящие. Они вдаются больше в какие-то количества, в цифры, в года, в количество, в объемы и так далее. И они этим восхищаются, слушают историю, изучают ее и воспринимают ее как некое что-то развлекательное, интересное. Можем сравнить сегодня как с кинофильмом каким-то. Он слушает ее, и ему сама история интересна. Эти чудесные события, которые происходили. Но при этом абсолютно не вдаваясь и не задумываясь о причинах происшествия, о ее событиях, о назиданиях и уроках, которые несет в себя эта история. Такие люди есть, и нередко приходится встречать таких людей, когда человеку рассказывается историю, он ее слушает, может, во время хутбы, во время урока, ему интересно, он этим воодушевляется, вдохновляется, но, однако, он не извлекает никакой пользы из этой истории. Откуда это видно? Из его поступков, из его действий. Возможно, он прочитал историю пророков, историю сподвижников, великих мужчинах нашей общины. Он восхищается ими. Такими великими сподвижниками, как Умар ибн аль-Хаттаб, Усман ибн Аффан, Абу Бакр, Умар радиллаху анху. Он читает их события, которые произошли, тем самым воодушевляется, но не извлекает из этого никакой пользы. Потому что он больше внимания обращает на вот эти внешние события, происходящие в истории. И это, конечно же, также порицается, потому что вся суть истории, упомянутых в Коране, аль-Касас, истории пророков и праведных людей, для того, чтобы люди извлекали пользы, а не просто слушали и читали их как нечто развлекательное, увеселяющее и так далее. И далее Всевышний Аллах говорит: «Из ауаль фитьяту илял кахфи факалу раббана атина мин ладунка рахма ва хайи лана мин амрина рашада». 10 аят суры Аль-Кахф. И вот укрылись, укрылись в арабском языке означает сделать определенное место пригодным для жилья, взять определенное место жилищем для себя, местом пребывания. И вот говорит и вот укрылись или же взяли для себя местом для проживания аль-фитьяту юноши, аль-кахф или аль-кахф. Что они взяли укрытием для себя? Аль-кахф, пещеру. Большую пещеру. Не гар, которая просто небольшая щель, где может поместиться пару человек. А нет, аль-кахф, это значит пещера, которая внутри имеет большое пространство. И вот укрылись юноши в пещере. Что это за юноши? В первую очередь, тут толкователь Корана, как Ибн Кафир в своем тафсире, обращает внимание на само слово юноши и делает интересное примечание, что чаще всего и больше всего последователей пророков, алейхимуссалям, были именно молодые люди. Что последователи пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, что пророков до него, за ними всегда следовали молодые юноши, молодые люди, среднего возраста люди. И очень мало было людей пожилого возраста. С чем это связано? Потому что пожилые люди, когда человек долгое время проживает в непокорности Всевышнему Аллаху,
вдалеке от истины, сердца их черствеют, сердца их опечатываются. И человек пожилой, он уже не способен воспринимать истину, он не способен различить правду от лжи, потому что он всю жизнь на этом прожил, он воспитался, это все в нем укоренилось. И очень тяжело человека, который прожил такую жизнь, объяснить, наставить его на прямой путь. И больше всего последователи были именно юноши. На что это указывает? Это очередной раз доказывает нам важность воспитания, религиозного воспитания именно с детства, с раннего возраста, с молодых лет. Ведь если с детства не заложить эту зернышко, эту крупинку, то в дальнейшем, чем старше становится человек, тем сложнее будет достучаться до его сердца. И также это предупреждение тем людям, которые откладывают совершение религиозных обязательств и обрядов до старческого возраста, до пенсии. Часто приходится слышать: пока молод, времени нет, работаю и так далее, и так далее. Вот выйду на пенсию и начну. Очень мало кто начинает в позднем возрасте, потому что, как мы сказали, сердца, они черствеют, они опечатываются. И, как Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Инна аллазина кафару саваун алейхим аанзартахум ам лам тунзирхум ла ю'минун». Воистину неверующие, нету разницы, будешь ли ты их увещевать, наставлять, объяснять, или же не будешь, им все равно. Они ля ю'минун, они не веруют. Потому что в сердцах гишава, в них сердца опечатаны, покрыты. Все вот эти грехи, ослушание Всевышнего Аллаха, оно не остается бесследным. Сердце, оно чернеет. И таким образом не способно принять свет, нур религии Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Значит, и эти люди тоже были юношами, молодого возраста. Кто это такие? В Коране не упоминаются их имена, не упоминаются места, в которых они жили, в какое они время жили. Потому что это, оно не имеет, если бы это было важным, Всевышний Аллах бы это указал. Однако, что важно, мы сейчас дальше это упомянем, что они были верующими. В Коране сейчас об этом придет. Это было некое поселение, где царило неверие, язычество, многобожие, ослушание, несправедливость. И вот из всей этой среды, из этого поселения, несколько людей молодого возраста, они покорились Всевышнему Аллаху. Они уверовали в Него. Они признали Его единство, Его божественность и начали поклоняться лишь Ему. Однако народ их не принял и всячески им мешал, усложнял им соблюдение религии. И таким образом эти юноши для сохранения своей религии, для сохранения своей веры во Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, они были вынуждены сбежать, уйти из родной местности, где они жили, и укрыться где-то, спрятаться где-то от несправедливости своего народа. И Всевышний Аллах говорит, куда они укрылись? Они укрылись в пещеру. Вышли из селения, дошли до определенной горы, где нашли пещеру, и в этой пещере они укрылись. И что они сказали? فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً. И они сказали, укрывшись в пещере: «О Аллах, о наш Господь, Раббана, о наш Господь». Касательно этого взывания к Аллаху посредством имени Ар-Рабб, хотелось бы сделать тоже напоминание. Ведь если мы обратим внимание на дуа, на мольбы, которые приходят в Коране, которые нам известны, которые мы многие знаем, они начинаются именно с именем Рабб, Раббана. Какая дуа мы все знаем? Раббана атина фид дунья хасана. Мы не говорим Аллахумма атина. В Коране приходит Раббана, о наш Господь.
Раббана ла тузиг кулубана ба'да идh хадайтана. Суря Аль-Имран приходит. И мы говорим Раббана ла тузиг кулубана. Раббана хаб лана мин азваджина ва зурриятина куррата а'юн. Рабби хабли мин ладунка зурриятан тайиба. Дуа Закария, алейхиссалям, когда он просил у Аллаха благое потомство. То есть, если проанализировать дуа, которые упомянуты в Коране, с которыми обращались праведники, пророки, к Аллаху Субхану ва Тааля, приходит имя Аллаха Ар-Рабб, Господь, хозяин, властелин. Почему именно это имя? Потому что это имя, оно, как никакое другое, показывает покорность человека, который просит. Ведь когда ты говоришь «Рабби» или «Раббана», «Мой Господь», ты признаешь, что ты лишь раб Всевышнего Аллаха. А Аллах, Он твой Господь, твой властелин, твой царь, твой господин. И поэтому это тоже такой польза, чтобы в дуа чаще использовать имя Аллаха Ар-Рабб. Вот в татарском, да, мы часто говорим «Я Раббабз Аллах», «Эй Раббабз Аллах». То есть мы применяем два имени – Рабба и Аллах. Если кто-то на русском тоже дуа делает, пусть тоже старается применять имя Рабб. «О мой Господь Аллах» или «Я Рабби Аллах». И эти юноши тоже обратились к Аллаху, используя имя Аллах Ар-Рабб. «Раббана атина мин ладунка рахма». Даруй нам от Тебя милость. Даруй нам милость от Тебя. Что такое милость? В общем говоря, это все благое, хайр в этом мире и благо в следующей жизни. Милость Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. И когда они просили, они в общем, конечно же, просили милости Всевышнего Аллаха, Его помощи, Его снисходительства, Его прощения в обоих мирах. И также их просьба была частная. Они просили спасения от угнетения своим народом, чтобы Аллах Субхану ва Тааля позволил им сберечь свою религию, сохранить свой иман, свою веру и сберег их, защитил их от несправедливости их народа. Ведь нет более великого блага и милости, чем вера человека. Это самый лучший дар, самый великий дар, который человек может получить. Иман, вера во Всевышнего Аллаха. И нет большей потери, чем потеря своей религии, своей веры. Ведь все остальные мирские блага, которые человек может потерять, они лишь временные. Как буквально на прошлом занятии мы говорили, да, Аллах Субхану ва Тааля создал этот мир для испытания и зина, и украшением, украсил этот мир. Однако все эти украшения, которые в этом мире есть, Аллах сделает их, превратит их в прах, в пыль, ничего от этого не останется. И поэтому, чтобы человек не потерял в этом мире имущество, здоровье, да, близких родственников, это ничто по сравнению с тем, что если он потеряет свою веру. Ведь в этом мире ничто не вечно, оно уходит, приходит и уходит. Однако мир следующий вечен. Если человек лишится своей веры, имана, то он навечно обречет себя на муки и страдания. И поэтому Всевышний Аллах Субхану ва Тааля упоминает их, и они просили у Аллаха милости, Его благословения, Его благодати, баракат. «Вахайи лана мин амрина рашада», и устрой наше дело наилучшим образом. То есть строй наше дело таким образом, чтобы мы могли достичь своей цели, сберечь свою религию, сохранить ее. И Аллах Всевышний ответил на их дуа. Он позволил им в сохранности покинуть свое поселение, никто их не преследовал. Он указал им путь на ту пещеру, в которой они могли бы спокойно пребывать долгое время, и дальше он их оберегал. Никто их не смог найти и как-то им навредить. Еще раз повторим. И вот укрылись юноши в пещере и сказали: «О наш Господь, даруй нам от Тебя милость и устрой наше дело наилучшим образом».
И вот здесь интересно есть примечание. Возвращаясь к предыдущему аяту, к 9 аяту, где были порицания тем людям, которые восхищаются самими историями, их чудесными событиями, мистическими действиями, которые там были, но при этом забывая о сути и о смысле самой истории, здесь историю Всевышний Аллах Субхану ва Тааля начинает с самой сути. Он не рассказал историю, а потом пояснил суть. А здесь он начал сразу с самого важного в этой истории. Что же из этого самого важного в этой истории? Да, было чудесное событие. Юноши укрылись в пещере, прожили там несколько сотен лет, спали все это время. Это все придет, мы объясним. Потом они вышли, сберегли, остались целые, живы, невредимы. Эта история, это чудесное, это невообразимое событие, да? Однако смысл истории не в том, что они спали, или сколько они спали, или сколько их было, как они спали и так далее, и так далее. А смысл истории в чем? Всевышний Аллах в этом аяте говорит: «Калу раббана», они сказали: «О наш Господь». То есть они были кем? Верующими во Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. И эта история показывает то, что как Аллах Всевышний оберегает, защищает и оказывает поддержку и помощь своим рабам. Каким? Которые уверовали в Него. И такие чудеса, такую помощь, такую поддержку Всевышний Аллах может оказать, что это будет нечто невообразимым, даже таким удивительным чудом, который произошло с этими людьми. Их цель была сохранение своей религии, сберечься, что они даже были вынуждены покинуть свое жилое поселение, укрылись в пещере. Да, что такое пещера? Там ни еды, ни питья, да, никакого выхода. Что делать? Однако из-за их веры, из-за того, что они обратились к Аллаху Субхану ва Тааля с мольбой искренне, Аллах не оставляет их без выхода. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, кто проявит богобоязненность, совершая повеление Аллаха и оставляя его запреты, будет следовать таква, Аллах сделает ему выход из любого положения, из любой ситуации. И здесь также эти юноши были в очень тяжелом затруднительном положении. Однако, благодаря их вере, по причине их веры, они, по причине того, что они обратились к Аллаху искренне, Аллах даровал им такой выход из ситуации, о котором мы дальше, иншаллах, поговорим. То есть, смотрите, Аллах Субхану ва Тааля, обращаясь, то есть пришли многобожники, спросили у пророка, саллаллаху алейхи салям, историю: поведай нам об этих юношах. Вот есть такая легенда, что некоторые люди укрылись в пещере, сотни лет там прожили и вышли. Расскажи нам эту историю. И пророк, саллаллаху алейхи салям, говорит: не думайте, что это удивительная история. Вся суть истории в том, что эти юноши были верующими в Аллаха Субханаху ва Тааля. И это пример того, как Аллах дает поддержку и помощь своим праведным рабам. Именно с самой сути история начинается. Чтобы дальше человек, который слушает эту историю этих юношей, он помнил вот этот момент, что все вот эти удивительные события, которые происходили дальше, по причине чего? Потому что эти юноши были верующими рабами Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. И Аллах говорит: فَضَرَبْنَا عَلَى أَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. فَضَرَبْنَا عَلَى أَذَانِهِمْ, и мы накрыли их уши, если дословно перевести. И мы накрыли их уши в пещере долгие годы. Накрыли их уши — это киная, скажем, да, это под этим подразумевается, погрузили их в сон. فَضَرَبْنَا عَلَى أَذَانِهِمْ, мы покрыли их уши, то есть мы погрузили их в сон. И тут даже вот это ученые объясняют как красноречие и удивительное словообразование в Коране. Накрыли их уши. Почему не сказал Аллах: и мы закрыли их глаза?
فَضَرَبْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ. И мы покрыли их глаза. Нет, а тут идет про уши. Тут даже из этого ученые, муфассиры, толкователи извлекают интересные выводы. Во-первых, говорят, это указывает на то, как глубок их сон был. То, что они даже во сне ничего не слышали. Ведь если человек спит чутким сном, он на любой шорох, да, на любой звук, он сразу просыпается. Однако раз Аллах закрыл их уши, следовательно, они ничего не слышали во сне и спали глубоким сном. И также сказали то, что речь идет об ушах, потому что уши, слух человека, он закрывается только во сне. Человек перестает слышать только во сне, здоровый человек. В отличие от глаз, да, человек, даже будучи бодрствующим, он может не видеть. Каким образом? Веки закрыть, глаза закрыть, и он уже не видит. Однако с ушами этого нет. Уши, значит, перестают слышать, слух перепадает только во время сна. И поэтому вот это словосочетание «фадарабна аля аданихим» и мы накрыли их уши, или же погрузили их в сон. Смысл – погрузили их в сон, однако каким образом это сказано? Это одно из красноречий Корана. Погрузили их в сон «фил кахфи» в пещере «синина адада» на долгие годы. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. И затем мы их ба'аthна воскресили, то есть подняли ото сна. Здесь слово ба'аth применяется, воскрешение. Это же слово применяется в судный день, воскрешение после смерти. Во-первых, потому что эта история указывает на то, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, так же, как этих юношей, после сотни лет пребывания в бессознательном состоянии, Он их вывел, оживил. Также Он людей, которые умерли, сгнили, ничего от них не осталось, Он способен заново их воскресить. И поэтому приводится ба'атha, воскресил. И также ученые говорят, сон – это малая смерть. Да? Сон называется малой смертью. И когда человек просыпается, это подобно тому, как будто он воскрес после смерти. لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ, чтобы узнать, какая из групп будет более точна в подсчете лет, которые они проспали. Аллах их усыпил, потом воскресил, для того, чтобы узнать, какая из групп людей, да, людей селения, которые будут спорить между собой, они проспали 300 лет, они проспали 200 лет, проспали 400 лет и так далее, кто из них будет более точен в этих своих подсчетах. Смысл это в чем? Да, как говорится, Аллах Субхану ва Тааля их оживил для того, чтобы люди узнали об их событии. Люди узнали об их событии. И свидетельствовать будет о том, что люди познали, узнали об этих людях, что люди будут с друг другом спорить, подсчитывать года, которые они проспали. То есть смысл истории, почему Аллах Субхану ва Тааля их воскресил, а не оставил навечно спать в пещере до судного дня, для того, чтобы другие люди увидели это чудо, узнали их историю и извлекли из нее пользу. На этом мы, иншаллах, завершим. Субханак Аллаху ва бихамдик. Ашхаду ан ла илляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллах.